Radio.fm. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гэта стартапніца, праграма пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ўкладаюць свае грошы ў праекты тых самых прадпрымальнікаў. Сёння ў нас абсалютна незвычайны праект. Гэта гульня, якая дапамагае дзецям загаварыць правільна, пазбавіцца лагапедычных дэфектаў і выправіць вымаўленне. А наша гостья – гэта CEO проекта Кэдзу і дэфектолог Антаніна Судзілоўская. Прывітанне, Антаніна. Прывітанне. І таксама, як заўжды, у нас у студыі Юлія Нехай, рэдактарка Бел.Биз. Прывітанне, Юлія. Привет. Антаніна, у вас у апісанні проекта я прачытаў, што амаль кожная трэцяя сям'я ў свеце сутыкаецца з тым, што ў дзетак дашкольнага ўзросту ёсць нейкія парушэнні ў дыкцыі, у вымаўленні. Чаму менавіта вы звярнулі ўвагу на гэтую тэму? Гэта нейкая сямейная праблема, ці гэта паўстала з прафесіі, якой вы займаецеся? І як вы з таго, што вы з'яўляецеся дэфектолагам, прыйшлі да сферы IT? Много вопросов надо, как... Ну, это пытанне пра пачатак, з чаго ўсё пачыналася? Ну, в моей жизни всегда какое-то такое место есть случаю, и все начиналось, наверное, путь начинался очень давно, еще с 3-го курса университета, когда я стартовала работу свою по специальности, и совершенно случайно вот случился декрет, в котором, наверное, какой-то информационный вакуум возник, я пошла на эти курсы, познакомилась с индустрией, совершенно случайно попала в IT-стартап, с компьютерным зрением к ребятам, которые занимались переводчиком языка жестов, как эксперты меня пригласили в это направление. Был такой стартап белорусский, да? Да. И вот там, в общем-то, у меня совершенно повернулось мое мировоззрение. Я поняла, сколько возможностей вообще несет индустрия для образования, для специального образования, для медицины, для всех этих технологий, какой мост, какой вообще, вернее, пропасть какая между этими двумя вершинами, которые вот захотелось каким-то образом восполнить. І... То бок два напрамкі, якія існавалі абсалютна паралельна, якія трэба было спалучыць нейкім чынам, вы заўважылі і вырашылі іх спалучаць. Ну, видимо, да. Юлія, да. Я хацеў нават табе задаць пытанне, а наколькі часта вось здараецца такая сітуацыя, калі не айцішнікі ідуць да прафесіяналаў у іншых сферах з нейкай ідэяй, ну, а вось давайце да дактароў, напрыклад, да? Давайте вы, дактары, нам экспертызу нейкую прадставіце, а мы ўсё, што мы прыдумалі, рэалізуем. А наадварот, з медычнай сферы чалавек ідзе да спецыялістаў па IT і, ну, неяк штурхае іх да таго, каб зрабіць нейкі праект. Ну, вообще, мне кажется, на этот вопрос можно ответить точно так же, как часто люди без профильного журналистского образования становятся журналистами. Вельми часто. Да. И наоборот, журналисты профессионально уходят из профессии. То есть есть масса примеров, когда медицинские стартапы делают технари, ну, допустим, у них члены семьи или очень какие-то близкие люди, они занимаются скинайв стартап и DVD, это как раз-таки такие истории. Вот. В принципе, есть такие. Да. Тут у нас не выключение. Да, то есть самое главное, на самом деле, когда человек просто знает очень хорошо свою профессию, и он увлечен ею, а если вдруг ему дать информацию со стороны, что сюда можно подключить технологии и масштабировать это все, то решение приходит моментально. А дальше уже вопрос, чтобы сложились в команду, сделали продукт и прочее. Собственно, об этом и вопрос. Как вот, сколько времени у вас ушло на создание MVP? Конкретно такой официальный старт проекта начался с хакатона Social Weekend, когда мы каким-то образом оформились как команда, прошли великолепный курс такой, пополняющий наши знания, систематизирующий какие-то бизнес-модели, и началась активная разработка. В апреле месяце к нам подключился сильный программист, и, в общем-то, с этого периода до сегодняшнего дня уже готова такая демонстрационная техническая версия того, как это может быть, как работать. Вот буквально счет на дни, когда уже будет готова версия продуктовая, которую можно уже каким-то образом тестировать на пользователях, запускать в App Store и так далее.
Ну, Мгм. вот. Вы привлекали на финансирование, то есть... Нет, пока что все на То есть это все собственном... на собственные средства? Да, да, да. Прилично, конечно. Но ваш стартап все-таки он больше образовательный или медицинский? Понимаете, в разных странах сама логопедия, сфера находится в разных юрисдикциях. У нас это постсоветское пространство, это образование. Специалисты, которые имеют логопедическое образование, заканчивают педагогические вузы. Сейчас вот выделился в Институт инклюзивного образования дефектологический факультет, ну, то есть какую-то некую среднюю форму приобрел. Очень много медицинских специальностей мы проходили, очень много психологии было. На Западе Америка, Германия, часть Европы – это медицинская, сугубо медицинская специализация, и поэтому вот здесь такое на стыке, я бы сказала. Но вы на каких рынках планируете работать? Апробация продукта, общение с пользователями, безусловно, на нашем белорусском, на российском рынке. Я очень хорошо понимаю эту целевую аудиторию, но если коммерциализировать проект, то, конечно, нужно двигаться в сторону Соединенных Штатов, UK. Мы активно изучаем эти рынки, просматриваем, как-то общаемся с потенциальными пользователями нашего продукта. Европа. Але вот сайт ketsugame.tilda.ws ён все ж таки на ангельскай мове зроблены. Бо нягледзячы на тое, што стартуеце вы ў Беларусі, апрабацыю збіраецеся рабіць у Беларусі, сайт по-ангельски. Да, он был в двух версиях. У нас все время какая-то переходная фаза между чем-то и чем-то. Сейчас русская версия, естественно, где-то там дорабатывается, корректируется. Лендинговая страничка. Мы сейчас не заморачиваемся над сайтом, потому что у нас немножко других больше задач важных таких. А можно такой вопрос? Можно. Так, сейчас я что-то хотела спросить. Какого прогресса вообще можно достичь с помощью вашего приложения? Потому что вот логопед, которая занималась с моим ребенком, она очень увлечена своей профессией. Я безумно рада, что вот мы с ней познакомились. Она на каком-то этапе сказала, что вот ее опыт показывает, что логопедия – это все-таки про работу с мозгом. Не так часто у детей бывают именно проблемы с артикуляцией, речевым аппаратом. А больше это именно нужно воздействовать на мозг, мелкую моторику и прочее. То есть вот какой-то конкретный кейс стало при помощи вашего приложения? Ну, я все-таки вот немножко застряла на мозге, хотела бы прокомментировать тоже, потому что моторика – это тоже мозг, это в первую очередь мозг. Ничего невозможно без мозга, никакое движение без команды мозга мы не способны сделать. Артикуляционной занимаемся как раз-таки. Моторный центр артикуляции и пальцев рук находится очень если рассматривать как орган головной мозг, то эти центры очень близки друг к другу, и поэтому, почему говорят, развивая мелкую моторику, мы влияем на речь, потому что происходит иррадиация, то есть вот эти все нейронные связи, когда мы двигаем пальчиками, они распространяются на моторные центры артикуляционные, соответственно, опосредованно мы вовлекаем это. Но как-то вот научно так вот объективно доказать на сегодняшний день мы не можем, потому что даже МРТ у ребенка с неразвитой речью, оно не сможет дать каких-то объективных данных было-стало. Мой многолетний опыт работы показывает, что артикуляционная гимнастика, вот то, что конкретно мы представляем в этом упражнении, в приложении, ну, это такой, у кого-то она может занимать несколько недель и помочь ребенку понять, что такое язык и где, куда его там установить для звука, а кому-то необходимо восстанавливать разрушенную связь, ввиду всяких причин, между мозгом и языком. Для того, чтобы эту связь восстановить, нужно двигаться. Когда человек обездвижен, любая моторика требует вот этого вот от и до, вот восстановить это движение. А что нам рекомендуют, когда у нас какая-то ослабленная активность двигательная? Упражняться. Ну и, соответственно, вот здесь таким образом, сколько язык двигается, столько начинают расти органические нейронные связи между отделами мозга, крепнуть, соответственно, лучше и тоньше и точнее становится движение языка, и уже отсюда можно идти в какие-то звуковые направления. Так получилось, что у нас, к сожалению, не получилось, получилось запустить видео. Не могли бы вы пояснить, как все-таки устроен курс и как вот вы дифференцируете маленьких пациентов, то есть ребенку, у которого все неплохо, но нужно только R и Ш подправить, да, от тех, у которых вот нарушены эти связи? У них ведь очевидно, что разные программы. Безусловно.
уже в релизе мы видим свое приложение таким образом. Оно будет тестировать состояние моторики. Есть определенные комплексы упражнений, в которых мы можем увидеть какие-то патологические моменты. Тремор языка, говорящий об органических каких-то патологиях, там различные там, проявления саливации, ну, масса других таких специализированных терминов. Либо же просто неполный объем движений, неточное движение. Может быть, просто не хватает, просто нету верхнего подъема языка. Ребенок просто, очень много звуков упираются именно в этот верхний подъем языка. Ну и, соответственно, мы уже, исходя из того, что мы видим, вернее, видит нейронная сеть, подбирается какой-то комплекс упражнений в зоне актуального развития ребенка, то есть то, что ребенок может сделать. И уже разминаясь, так сказать, на таком базовом уровне, постепенно программа добавляет какие-то новые упражнения, отслеживая динамику ребенка и статистику выводит. Ну, это вообще такая очень сложная техническая задача, потому что вы все это распознаете в режиме реального времени, и это видео, правильно? Ну да, это через камеру мобильного телефона ребенок видит себя, видит персонажа, который демонстрирует различные артикуляции, повторяет вслед за ним. Есть, ничего сложного нету, это конечное число этих упражнений, это не какой-то там огромный объем, то есть тут есть нижний, средний ряд, подъем, какое-то укрепление там корня языка, ну то есть какие-то вещи, щеки, губы, если какие-то порезы есть легкие, тоже здесь можно в каком-то направлении работать. Ну. А сколько видов артикуляции распознает вот сейчас ваше приложение, и сколько их всего бывает? Сколько упражнений? Я насчитала около 50. Всего? Да. Ну, то есть тут уже фантазия специалиста. Может, кто-то что-то там с подвыподвер там придумает такое. 2 орешка, 4, да? Ну, типа того. Сейчас язык вверх-вниз, влево-вправо, трубочка, улыбка. Вот 6 основных артикуляций, причем мы даже для себя удивились. Мы выяснили не только... Мы сначала хотели добиться вот в первой версии наличие и отсутствие упражнения. Но в ходе разметки датасета получилось так, что нейронная сеть начала различать не только вверх-вниз, но и вверх сильно, слабо, влево сильно. Сеть. То есть она более точная, то есть она уже видит неполный объем. На сегодняшний день мы уже какую-то минимальную диагностику можем проводить и уже различать ребенка с таким гипертонусом или более ослабленным. Сколько у вас сейчас датасет? Ой, датасет около 50 тысяч видеофайлов мы собрали. А насколько сложно было его получить? Вось як ён сабраўся-то? Мы сотрудничаем с учреждениями образования, подписываем согласие с родителями, кто заинтересован в развитии. Вообще, на самом деле, охотно идут родители на эти вещи, особенно те, которые понимают значимость для своих детей, которые знают, что потом же это будет на базе этих учреждений опробироваться, и в пользовании им эти приложения будут отданы, поддерживают охотно. Ну, физически собирать это сложно. Это нужно сидеть с каждым ребенком, с ним артикулировать, язык на плечо после дня сбора датасета, и вот так вот каждый день. Вот как на вас выйти родителям, у которых вот в их учреждении образования нет такой возможности, вот они посмотрят эту программу, и они поймут, что для них это очень актуально, вот они хотят посотрудничать. Что им делать? Куда писать? Да, я свободна в доступе в соцсетях, без проблем. Кэтзугейм.тильда. Да. Артикуляция. У меня есть группа в Фейсбуке, туда тоже можно писать, подключаться. Мы, правда, уже, да. Ну, то есть, а дальше, получается, есть какие-то конкретные центры, вы скажете их адреса, вот алгоритм? Первую версию, вот то, что сейчас будет запущено, мы все-таки протестируем и будем сотрудничать с теми учреждениями, с которыми мы договорились, и это будет какой-то ограниченный период времени, а потом, когда мы убедимся в том, что да, это можно, все-таки чем больше людей подключаются, тем рассосредотачивается контроль, и ты уже не можешь какие-то процессы контролировать. Поэтому на начальном этапе для того, чтобы убедиться, что да, это хорошо, отзывы специалистов получить, вот какой-то первичный вот такой вот, там какие-то баги подправить, и тогда уже сможем дальше. Сябры, нам час зрабіць перапынак на кароткі выпуск навінаў. Гэта стартапніца. Мы размаўляем пра прыкладанне Кэдзу, якое дапамагае дзецям загаварыць правільна. Праз 2 хвіліны вяртаемся ў студыю, а зараз выпуск навінаў, не пераключайцеся. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё.
Час ведаць, што адбываецца. Каротка пра асноўныя падзеі. Падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі ды Владзіміра Зяленскага ў Жытоміры кіраўнік Беларусі сказаў, што перакананы ўсе новыя дамовы паміж Украінай і Беларусю будуць выкананы. У адказ Владзімір Зяленскі пажартаваў, што ў такім разе трэба больш дамаўляцца. Праблемы з доступам да сайтаў перапісу насельніцтва могуць быць вырашаны 5 кастрычніка. У Белстаце распавядаюць, што ў першы дзень перапісу сайты перагружаны з-за вялікага патоку ўдзельнікаў і прагназуюць, што пазней паток людзей крыху спадзе. З мемарыялу ў Індыі скралі прах Махатмы Ганді. Вандалы пакінулі на мемарыяле надпіс «Здраднік нацыі». Такое маглі зрабіць радыкальныя індуісты, якія не згодныя з тым, што Махатма Ганді выступаў за адзінства і прымірэнне індуістаў з мусульманамі. Транспартны самалёт, які 4 кастрычніка ўпаў каля Львова, ляцеў з Іспаніі ў Турцыю і збіраўся правесці дазапраўку ва ўкраіне ў міжнародным аэрапорце Львоў. Ён пайшоў на аварыйную пасадку пасля таго, як у яго скончылася паліва. Пажар пасля пасадкі, на шчасце, не пачаўся, але загінулыя ёсць, праводзіцца расследаванне. У нядзелю 6 кастрычніка мінская «Дынама» прымае «Акбарс», лідара канферэнцыі «Усход». Пачатак матча о 17 гадзіне. Напярэдадні хакеісты «Дынама» у чарговым матчы чэмпіянату КХЛ выйгралі ў Чалябінскага «Трактара» з лікам 5-3. Марыя Вайтовіч, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, працягваем праграму «Стартапніца». Наша госця, дэфектолог і SEO-праекта Кэдзу Антаніна Судзілоўская. Яшчэ раз прывітанне, Антаніна. І, як заўжды, Юлія Нехай. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. Юлія – это рэдактарка bel.biz. Мы размаўляем пра Кэдзу. Гэта гульня, якая дапамагае дзеткам з вымаўленнем, выправіць парушэнні вымаўлення ў дзяцей ад 3 да 8 гадоў. Шмат ужо чаго мы расказалі пра то, як працуе гэты стартап. А у мяне засталося крыху тэхнічных пытанняў. Першае, чаму Кэдзу? Чаму это называецца Кэдзу? Я так разумею, што это не першая назва, і ў пэўны момант вы змянілі яе з назвы Greet the Cat на Кэдзу. Вось распавядзіце, якая гісторыя. Логотип застался, а назва поменялась. Да, это самый сложный вопрос, потому что мы долго искали это название. Очень много уже занято таких вот слов, как лого. Лого вообще в английском языке в логотипы уходит. Арти в арт вообще уходит. И вот крутили-вертели и пошли от потребности ребенка, то, что ему больше всего нравится. Проводили тестирование, анкетирование родителей, где, не сказать, что большинство, но очень часто возникало слово «котиков любят дети». Вот появился котик, как персонаж этой игры, который сопровождает, который консультирует, причем консультирует не только детей во время, как визуально поддерживает детей во время выполнения упражнений, но и родителям дает какие-то советы по развитию речи. Вот ЗУ. А ЗУ? ЗУ, потому что гладиолус, не знаю. Я скажу так, что гэтая стратегия, в плане, потому что Gladiolus, яна, в принципе, дае свой плёны. Калі мы ўводзім Кэдзу у Google, дык старонка вашага стартапа першая у выдачы, і гэта, в принципе, дарагога варта. Вось. Далей там ужо ідуць нейкія незразумелыя хэштегі ў інстаграмах, але вынік ёсць. Вы сказалі, што пасля у нейкі момант пасля запуска вы перададзіце гэтую гульню тым установам, з якімі вы супрацоўнічаеце. То бок гэта гуманітарны проект, Какая модель монетизации? Да, просто взять, распрацаваць гэта, укласці свае грошы, а пасля перадаць лагапедычным цэнтрам беларускім. Это пробация. Я тут...
Ну, нешта не разумею пакуль. Ну, мы не ориентируемся на белорусский рынок, как на рынок, в котором можно заработать. Несмотря на это, мы проводили опрос родителей и просто вот так вот в наглую спрашивали, сколько вы готовы заплатить за такое приложение. Получилось, готовы платить около 70%, 30% хотят бесплатно зарабатывать и на рекламе, причем около там 35 говорят о том, что около $10 они бы заплатили, в месяц? Разовая я оплата так в целом, да. А остальные говорят о том, что готовы платить, в принципе, любые деньги, лишь бы это помогало этим детям, лишь бы это работало. Но приложение, оно, получается, поддерживает работу логопеда или заменяет его? Оно Логопед стоит ускоряет... $10 в час, Да, для справки. да. Ускоряет работу логопеда. То есть чем быстрее натренирован будет язык, тем быстрее логопед поставит звуки. Конечно, каким-то частным логопедам, может быть, будет и невыгодно ускорять эти процессы. Лучше он посидит возле зеркала, там еще с 5 занятий, там с 10 и помнет этот язык. Но все равно индустрия выталкивает вот эти вот вещи. Пользователь быстро ориентируется в том, что ему более выгодно, что быстрее, что приносит пользу. Вот. Сказать, что мы заберем работу у логопедов, я не смогу. Это такая ниша, которая просто ускорит, оптимизирует какие-то процессы. Потому что логопедическая, вам же знакомо, это очень широкая ниша, да. там не только звуки, там и Много всего. много всего, да. Да. А насколько вообще это универсальная вещь? То есть R русское, белорусское, но отличается от французского Французское или докладно английского? адрозніваецца. В том-то и дело, что здесь не в звуке дело, здесь дело в движении. Если нужно поднять язык нужно в каком-то направлении для любого звука, будь то французского или английского, есть какой-то комплекс упражнений, и все. Это упражнения, это Ну, не звуки. они в разных странах отличаются? Нет. Нет? Как могут отличаться? Просто для разных звуков могут быть разные подобраны упражнения, но все равно их набор конечный. Мы не можем ничего сделать такого с языком, чего мы не можем сделать. Нужно, допустим, там вибрация, да, то есть есть какие-то там лошадки, там какие-то еще упражнения. Они оптимальные, это только движение. Когда у вас намечен... Извини, Паша, пожалуйста. Когда у вас намечен релиз, и что в него войдет? Полный релиз планируется во втором квартале 2000 года. Если все будет хорошо, будем развиваться и двигаться такими же темпами, как все происходит сейчас, то это будет около 30 артикуляций с различной степенью распознавания их точности, с распознаванием неких таких девиаций языка, таких как, я уже упоминала, тремор и так далее. Это будет подбор тестирования комплекса упражнений дерева, неких заданий, которые будут двигаться в зависимости от возможностей ребенка, и контент. Мы планируем контент для родителей, для того, чтобы не только это была игрушка для детей по звоночку, да, мы, кстати, там и напоминания для родителей планируем, потому что эти упражнения рекомендуется от 3 до 5 раз в день проводить, но и некий такой якорь для родителей, для того, чтобы они могли читать, развиваться, понимать, что такое речь, и как можно помочь не только звукам, но и грамматическому строю речи, фонематическому слуху и так далее. Какая сейчас точность распознавания? На разные артикуляции разная точность. Средняя 98,5, но некоторые артикуляции распознаются с точностью 99 и более процентов. Я так зразумеў, што як і шмат якія медычныя стартапы, ён все ж таки існуе паралельна з дактарамі. То бок дактары нікуды не дзеюцца, яны па-ранейшаму працуюць з пацыентамі, але гэта ў дапамогу. Так? Да. Круто. Вось. Просто я пазнаю іншых спікераў і іх слова, і мне здаецца, што ледзь не ўсе стартапы медычныя, яны функцыянуюць менавіта так. Ніхто не спрабуе заменить доктора. Это опасно вообще говорить, что мы заменим хирургов. Никто такого не говорит. Нет. Да, то бок толькі дапаможам. Ці ёсць нейкія магчымасці колькасна вымераць вынік? Вось, напрыклад, паказаць яго інвестару.
Напрыклад, наш стартап дапамагае такой-то колькасці дзяцей дапамог. Да, вось неяк упэўнены гэта сказаць, каб пасля дэманстраваць гэтыя лічбы у пошуку фінансавання. Мы задумывались над этим вопросом. Так сказать будет невозможно, потому что у всех совершенно разное состояние. Вымерять всех по одному и скорость каким-то образом сопоставлять будет невозможно. Все будет идти от ребенка, от конкретного ребенка, и динамика будет замеряться относительно конкретного ребенка. И это правильный подход, я считаю. Здесь мы можем какие во внимание брать нюансы? Это именно для просмотра динамики нейронная сеть сможет видеть, насколько изменилась степень истощаемости при выполнении упражнений, то есть насколько окреп его язык. То есть если ребенок, а дети очень быстро истощаются во время этих упражнений, там через минуту уже выпал. Концентрация внимания. Да, то есть тут даже сила. Как в спортзале, короче говоря. Сначала мы там 3 раза поднимаем, да, а потом все больше и лучше. И вот здесь та же самая история. То есть время истощения, опять-таки точность, как мы ее видим и будем видеть, насколько больше процент точности выдает ребенок в ходе выполнения упражнения, и нивелирование различных патологических проявлений, насколько они уходят и в его движениях. Як вы плануеце выбудаваць фінансаванне стартапа ў будучыні? Пакуль што мы вас чулі ў першай частцы праграмы, вы ўкладаеце толькі свае сродкі ў яго. Ці будзеце вы ўвогуле шукаць інвестараў? Ці ўсё ж такі тая версія, якая выйдзе ў другім квартале 2020 года, яна будзе зробленая цалкам на 100% вамі як уладальнікамі стартапа? Конечно, мы упремся в какие-то моменты, когда потребуется привлечение трафика, когда потребуется расширение штата сотрудников, когда дело пойдет уже на такую индустриальную какую-то гонку, если появятся конкуренты на сегодняшний день, вот именно в технологическом аспекте мы не видим их. Здесь понадобится подключение инвестиционных таких вливаний, но вообще мы так настроены строить этот стартап как хороший бизнес, стабильный. То есть, я считаю, что если мы так будем к этому относиться, то и инвестиции придут, и, соответственно, и заработок будет. Слушайте, а вот это не продукт на продаж для экзіта нейкага, а прадукт на нейкі даволі доўгі час, якім вы плануеце займацца, я не ведаю, до пенсии. Хотя никто не знает, что будет завтра, да. Почему не экзит, если будут какие-то новые, другие интересные задачи, если это можно будет эту технологию каким-то образом грамотно продвигать, расширять, давать доступ большим людям, большей аудитории. Вообще направление развития мы видим в по двум путям. Прежде всего, это продуктовый запуск, развитие продуктовой линейки, добавление различных игр, каких-то применение таких управляющих элементов в своих развивающих играх. И B2B сегмент, это, то есть, если по бизнес-модели, то B2B и B2C. Если по вообще принципиальному, такому концептуальному развитию, то это технологическое развитие технологии и развитие продукта. Технология — это само распознавание языка, мы это можем упаковывать в SDK и предлагать каким-то эду-гейм-компаниям, подписку, то есть лицензия, какие-то вещи мы можем вот в таком формате предлагать. Мы можем предлагать пакет для клиник, для каких-то развивающих центров, которые будут применять это в своей работе. И, собственно, через App Store, B2C. Я читала, что у вас в принципе, в презентации у вас сказано, что вы можете масштабироваться, в том числе, допустим, за счет обучения фонетики иностранного языка, да. За счет фейс-фитнеса, Саша. Паша. Я заговариваюсь, да. И еще за счет реабилитации инсультных больных. Да, то есть, можете рассказать об этом подробнее? Везде, в каждой нише, которую вы назвали, за исключением фейслифтинга, там, наверное, немножко другие будут инструменты, хотя надо поизучать. Я в это особо как-то не вникала. Я знаю, что это, используют, что это как-то так пользуется популярностью. Меня больше привлекает постинсультная реабилитация, потому что тут вообще, в принципе, никаких затрат. Только поменять иллюстрацию. Те же упражнения, та же моторика. Все мы знаем, насколько страдает речь после инсультов. Здесь, пожалуйста,
мы можем использовать в этом направлении без каких-то дополнительных, еще раз повторю, вливаний. E-learning возник после общения с студентами и выпускниками лингвистических университетов, которые в один голос говорят: да, это же весь второй курс, да, мы же там возле этих зеркал просидели, мама дорогая. И даже девчата мне сбрасывали видеоролики каких-то артикуляционных упражнений при изучении шведского языка. Ну, ничего нового. Ну, вот все чуть там влево, чуть там вот какая-то другая логика. По сути дела, одни и те же упражнения. У меня такой вот вопрос все-таки. Мне кажется, это очень вот интересный такой пример, что вы столько времени работаете без внешнего какого-то финансирования, да? Вы на фулл-тайме работаете? Да. Вы да. Ну, то есть вот расскажите о том, как вот строить команду такую достаточно технологичную, сложно, причем у вас много человек в команде, то есть как вы выстраивали все эти процессы, чтобы народ не разбежался и прочее, вы там бутстрепили, то есть поделитесь. Народ бегал, я не могу конкурировать с монстрами индустрии никак вообще, только собственный какой-то такой огонь, если он кого-то зажигает, я очень рада. Со мной вот практически от начала и очень много времени посвящают проекту Вирджиния, которая со мной из предыдущего проекта пришла, и вот программист, с которым мы познакомились в апреле месяце, Станислав, ну вот это основной костяк, с которыми мы сейчас делаем сам продукт. Ребята, которые нас поддерживают, они работают на фулл-тайме, они прекрасные специалисты, в любой момент они нам помогают, они делают какие-то небольшие фрагменты, но они не могут слишком много времени посвящать этому проекту. Как выстраивались процессы, да бог его знает. Ну как-то вот... Бог неяк выбудовались самі собой. Ну, вакол добрай справы я дапускаю такую магчымасць, што працэсы выбудуюцца самі сабой. Можа, нават гэта нейкая ідэальная. Я не верю, что они способ. просто так могут выстроиться. Мне кажется, все зависит от фаундера, чтобы он мог именно зажечь, как-то драйвить все это. Ну, я вот с Антониной тоже с удовольствием работала. Оно прям светится. Ну што, ці ёсць пытанне яшчэ, Юлія? Мне здаецца, што мы ўжо ізноў жа абсалютна ўсебакова. Не, можно спросить еще. Ну, давай. От кого вы хотели бы получить инвестиции? Вообще, вот какая у вас вот стратегия? Вы хотите потом попасть в какой-нибудь акселератор образовательный или медицинский, импортный? Или, ну вот, об этом всем расскажите. Хотелось бы, конечно, профильных инвесторов, которые понимают либо в индустрии технологической, либо в продуктовой, как вот медицинской, да, около этой сферы, потому что такие инвесторы, как показывает опыт, они заинтересованы в реализации, они помогают, им есть чем помочь, и связями, и, там, и прочее, и компетенциями. Мы общаемся с такими профильными акселераторами и венчурными фондами, европейскими и российскими. Ну, в общем, сейчас как раз-таки в этом направлении идет работа. То есть вы допускаете вероятность пойти в какой-нибудь акселератор? Вполне. А инвестиции от кого хотели бы получить? Как насчет белорусских инвесторов? Ну, почему бы и нет? Все ж, да. Белорусские инвесторы, российские инвесторы. Вось цікава. Ну, разные ходят слухи про запах российских денег, но хотя я считаю, что... Деньги не пахнут. В прынцыпе, нават каламбур такі атрымаўся з гэтай фразы. Ну, чаму не? Вельмі пазітыўна у нас зараз атрымаўся эфір, і насамрэч ужо нават калі засталіся нейкія пытанні, то ўсё ж такі яго час скончыць. Гэта была стартапніца, мы размаўлялі пра гульню Кэдзу, якая дапамагае маленькім дзецям загаварыць правільна. Я пачуў нейкія магічныя словы, нават недзе на пачатку этого эфіру, узнавіць разбураныя сувязі паміж языком і мозгам. Это ўвогуле гучыць як, ну, такая миссия, да, магутная миссия. Вось сувязі паміж языком і мозгам, гэта вельмі круто. Пры гэтым все гэта вельмі весела у гульнявой форме з дапамогай AR, і я так думаю, на жаль, мы не показалі відэа, як гэта працуе, але я так думаю, што ўсё мусіць вельмі падабацца самім дзеткам.
Дзякуй вялікі Антаніне Судзілоўскай, CEO праекта «Дэфектолагу», за тое, што прыйшла да нас і распавяла пра ўсё гэта. Антаніна, да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння. Юлія Няхай з Белбіз працавала пры мікрафоне, таксама, як і Павел Свердлоў. Да пабачэння, Юлія. Бачэнне. Наступная стартапніца праз тыдзень у пятніцу ў 2 гадзіны. Як заўжды, сачыце за нашым эфірам. Да пабачэння.